Теперь мы рассмотрим следующий вопрос о праздниках. Как я уже раньше вам говорил, в других наших радиопередачах мы по поводу разных сект будем иметь такие небольшие рассуждения. Итак, перейдем к теме о праздниках. Известно, что свидетели Иеговы отказываются от религиозных, общественных и личных праздников, считая их противными для христианина. Необходимо знать, братья и сестры, что праздники учреждались самим Богом или Его святыми, чему есть много подтверждений из Священного Писания. Праздничный день есть день выделенный, даже освященный. Например, о святости субботнего дня в Писании сказано: «Так совершены небо и земля, и все воинство их. И совершил Бог седьмому дню дела свои, которые Он делал, и почил в день седьмый от всех дел своих, которые делал. И благословил Бог седьмой день, и осветил его, ибо вон и почил от всех дел своих, которые Бог творил и созидал». Бытие 2 глава, с 1 по 3 стих. Как мы видим, Бог выделяет определенные дни и сам освящает их. Причем от чествования субботнего дня сказано: «Это суббота покоя для вас, смиряйте души ваши, это постановление вечное». Левит, 16 глава, 31 стих. Вечное означает неизменяемое. Конечно же, мы, православные, почитаем субботу иначе, чем то, как это делают так называемые субботники, адвентисты и иудеи. Мы выделяем субботний день из других дней седмицы, отдавая преимущество именно воскресному дню, воскресению. Об этом мы можем прочитать в пространном катехизисе святителя Филарета, который был одобрен и издан Святейшим Синодом для преподавания в училищах и для употребления всех православных христиан. Здесь в 533-м ответе сказано о субботе: «Суббота в церкви христианской не празднуется как совершенный праздник, однако в память о сотворении мира и в продолжении первоначального празднования отличается от прочих дней освобождением от поста». Также в книге Кормчия, в первом правиле первоверховных апостолов Петра и Павла сказано: «Ась, Петр и Павел, заповедомо людям делайте, то есть работайте, 5 дней в неделе, в субботу же и в неделю, то есть воскресенье, да упражняются, то есть учатся в церковь, поучения ради, еже на благоверие. Суббота бо бытия всея твари образ имать, то есть суббота начало всего творения символизирует, неделя же воскресенье, то есть воскресенье Христово. Жены-мироносицы ради святости субботы оставались и в покое, и не помазали тело своего учителя. Сказано: «Последовали также и женщины, пришедшие с Иисусом из Галилеи, и смотрели гроб, и, как полагалось, тело его. Возвратившись же, приготовили благовоние и масти, и в субботу остались в покое по заповеди». Евангелие от Луки, 23 глава, 55-56 стих. Как мы видим, они пребывали в покое не ради страха иудейского, а по заповеди. Сами святые апостолы имели обыкновение именно в этот день пребывать в общении слова. Сказано: «Павел по своему обыкновению вошел к ним и 3 субботы говорил с ними из Писания». Деяния, 17 глава, 2 стих. Кстати, католикам православные в вину всегда и вменяли их неправильное отношение к субботнему дню. С другой стороны, братья и сестры, в послании к евреям, 4 глава, 9 стих, сказано: «Посему для народа Божия еще остается субботство». А что такое субботство? Если мы откроем с вами 2 Паралипоменон, 36 глава, 21 стих, то здесь сказано: «Доколе во исполнение слова Господня, сказанного устами Иеремии, земля не отпраздновала суббот своих, во все дни запустения она субботствовала до исполнения 70 лет». 2 Паралипоменон, 36 глава, 21 стих. Иными словами, субботство, о котором апостол Павел говорит, что для народа Божия оно остается, то есть для православных христиан, это не один день в неделю посвящать Богу, а каждый день недели посвящать Богу. Иудеи, они один день посвящали Богу, а 6 дней делали обычные дела свои.
Господь наш Иисус Христос, который является господином субботы, Он возвеличил эту заповедь от состояния иудейской субботы до субботства во Христе. То есть пребывание в постоянном покое, когда мы служим Богу не только в храме, но кто-то у станка, когда работает на ткацком станке, кто-то, воспитывая своих детей, тоже служит Богу. Как сказано в послании к Колоссянам: «И все, что вы делаете словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа». Послание к Колоссянам, 3 глава, 17 стих. И в этом смысле так называемые субботники, адвентисты, иудействующие, они на самом деле нарушители именно прославленной субботы, подлинного субботства. Если говорить о почитании воскресного дня, то оно осуществляется на основании Священного Писания. Значение воскресного дня в Библии, этот день называется первый день недели, велико и значимо. В этот день первые христиане собирались для служения Евхаристии и агап, так называемых вечерей любви. Сказано: в первый же день недели, когда ученики собрались для преломления хлеба, Павел беседовал с ними и продолжил слово до полуночи. В горнице, где мы собрались, было довольно светильников. Деяния, 20 глава, 7-8 стих. Уточнение, сделанное евангелистом Лукою, в горнице, где мы собрались, было довольно светильников, имеет смысл. Впрочем, ни одна иота или ни одна черта из Слова Божия не теряет своего смысла и назидательного именно религиозного значения. Как известно, братья и сестры, светильники, тем более довольно их количеством, зажигали именно во время религиозных праздников. В храме они горели постоянно. На подсвечнике чистом должны они ставить светильники пред Господом всегда. Левит, 24 глава, 4 стих. Вывод очевиден. Именно первый день недели, тот день, который мы называем воскресным, почитался как праздничный. О воскресении Сына Божия не сказано, что Он воскрес 16-го Нисана, но сказано: воскреснув рано в первый день недели. Евангелие от Марка 16:9. Подобное библейское уточнение имеет без сомнения определенный смысл. В этот же день, день христианского богослужения, воскресный день, осуществлялся сбор необходимых пожертвований. Апостол Павел писал: «При сборе же для святых поступайте так, как я установил в церквах галатийских. В первый день недели каждый из вас пусть отлагает у себя и сберегает, сколько позволит ему состояние, чтобы не делать сборов, когда я приду». 1 Коринфянам, 16 глава, 1-2 стих. Еще и в ветхозаветные времена, братья и сестры, был составлен гимн на чествование воскресного дня. Псалом Давида в первый день недели. Псалом 23 начинается такими словами. Хотя слова «в первый день недели» в данном стихе присутствуют только в Септуагинте, в греческом переводе, само содержание псалма не оставляет сомнения, что иудеи в III веке до Рождества Христова, составившие греческий перевод ветхозаветных книг, вставив это уточнение о первом дне, имели в виду день, в который Господь Бог сотворил небо и землю, и Дух Божий носился над водою. Смотрите, как сказано в этом 23-м псалме во 2 стихе: «Ибо Он основал ее, то есть землю, на морях, и на реках утвердил ее». О почитании воскресного дня христианами в Римской империи известно из древности. Так, например, святой Юстин, философ, живший во II веке, писал в своей апологии, поданной на имя императора Антонина. Он писал: «В так называемый День Солнца бывает у нас собрание в одно место всех живущих по городам или селам, и читаются, сколько позволяет время, сказания апостолов или писания пророков. Потом, когда чтец перестанет, предстоятель посредством слова делает наставления и увещевания, подражать тем прекрасным вещам. Затем все вообще встаем и высылаем молитвы. Когда же окончим молитву, тогда, как я выше сказал, приносится хлеб и вино и вода, и предстоятель также высылает молитвы и благодарения, сколько он может. Народ выражает свое согласие словом «Аминь», и бывает раздаяние каждому и приобщение даров». Конец цитаты.
Как мы видим из данного исторического свидетельства, христиане первой половины II века имели собрание в воскресный день. Этот день был днем пребывания в Слове Божьем, днем причастия и раздачи милостыни, благотворительности. Ранее мы убедились, что подобная практика имела место и во дни святых апостолов. Поэтому вот это странное утверждение, то, что говорят адвентисты и свидетели Иеговы, что якобы император Константин в IV веке, он отменил субботу и установил почитание воскресного дня, это утверждение не имеет никакого основания, ни исторического, ни тем более библейского. Почитали первые христиане день Пятидесятницы. Сказано, при наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе. Деяния, 2 глава, 1 стих. Само слово «единодушно» свидетельствует о согласии всех отмечать этот важный праздник.